У Бога есть одно удивительное качество. Кто не пришел к Нему и не соприкоснулся с Ним, подумал о Нем, изучает, какие у Него были божественные лилы, какие у Него качества, какой Он, подумал, поразмышлял, соприкоснулся, будет очищен. Любой, кто прикасается к божественному, почему в атмосфере святых людей или духовных учителей мы очищаемся? Само присутствие серьезных йогов в этом мире – это Гималаи, либо, например, гора Аруначала на юге Индии, в штате Тамил-Наду, пришла мне сейчас на ум. Там присутствует большое количество святых, и многие из них даже невидимые, но они присутствуют здесь на земле. И это тоже своеобразная аскеза, потому что то, как эти люди молятся, постоянно выполняют практику, они это делают, конечно, не для себя. Благо получает все общество. Вот эти святые, сказано так и считается так, что это как некая 7-я чакра планеты. Своим присутствием здесь на Земле и постоянным контактом с Божественным, ведь мы излучаем то, что внутри нас. Если внутри у тебя чисто, если внутри у тебя светло, то ты, соответственно, такую энергию распространяешь этому миру. И это не только Индия, я просто Индию привожу в пример, потому что я больше чаще там бываешь. Чаще там бываю, да. Любой святой человек, он поддерживает вот эту высокую вибрацию и несет вот это благо миру. Поэтому мы чувствуем благо, когда мы пребываем в таких местах или ездим в паломничество в такие места.